унаследовал первым, с этим никто не спорит. Но Нурдевлет взял такой довольно странный политический курс. Он был не в очень хороших отношениях, скажем так, со знатью крымской и боялся, что братья будут у него оспаривать трон. Поэтому он решил заручиться такой мощной поддержкой Орды, для того, чтобы его на престоле, скажем так, поддерживал ордынский хан. Ну, естественно, что это в Крыму никому не понравилось. Не для того Хаджи Герай столько усилий приложил, чтобы Крым освободить от ордынского государства, чтобы избавить Крым от этих потрясений, которые в то время испытывала падающая под собственным весом Ордынская империя. И поэтому Нурдевлет потерял всяческую поддержку в Крыму. И Менгли Герай, как самый, скажем так, способный из сыновей покойного правителя Хаджи Герая, он выступил против своего брата. Ну, надо сказать, что эта борьба, она длилась довольно долго, и Менгли Герай победил в ней. Менгли Герай в 1469 году таки зашел в Кыркьер, нынешняя крепость Чахоткале. Нурдевлет оттуда бежал, а Менгли был всем народом Крыма признан ханом. То есть он продолжал курс Хаджи Герая на независимость Крыма, и это всех устраивало. Ну, а что касается Нурдевлета, то он бежал. Он бежал на Северный Кавказ. А на Северном Кавказе, ну, там в то время обитали, скажем так, подданные генуэзского консула. То есть там тоже были генуэзские колонии. Матрега, это нынешняя Тамань, и так далее. Они были, надо сказать, довольно-таки независимы. И они очень мало слушали и Генную, и Кафу. И, по сути, это были такие царьки своих уделов. Делали они там, что хотели, в том числе и вели самостоятельную международную политику. Так вот, Нурдевлет нашел там убежище на Северном Кавказе и начал там собирать войско для того, чтобы прийти оттуда в Крым, убрать братишку с престола и вернуться к власти. Ну, Менгли Герай, конечно, этого очень опасался. Опасались этого и генуэзцы. Генуэзцы всецело поддерживали Менгли Герая, потому что иметь дело с крымским ханом им было куда спокойнее и выгоднее, чем с ордынским. Генуэзцы, более того, они даже перехватили переписку, которую Нурдевлет вел со своими сторонниками в Крыму. И более того, стало известно, что он начал набирать генуэзских наемников. Один из них просто предлагал ему свои услуги и говорил, что я помогу тебе вернуться на престол, и даже описывал как. Генуэзцы, когда поймали этот документ и прочли его, они пришли в ужас, то есть к какому конфликту с ханом это может привести. Они решили казнить этого